Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – болтовня за вашей спиной. Что говорят о вас за вашей спиной? Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. И если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно. Вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет, вашу характеристику. Кто вы, кто пришел на сегодняшний расклад. Если смотрит женщина, сразу здесь выходят мужские такие энергии. И эта женщина по жизни своей вообще счастливчик. Ловит удачу, не упускает какие-то возможности. Вы понимаете, что вы живете раз. И вы понимаете, что все нужно успеть. Это касается больше счастья, быть счастливой. Вам вот как будто бы кто-то говорил что-то одно в детстве, но вы верили совершенно в другое. У вас свое понятие вообще счастья. На сегодняшний день вы в чем-то расстроены или о чем-то очень глубоко думаете. Вы думаете о своей задаче, о своей какой-то миссии, о своем предназначении, о том, куда мне идти, что мне делать, о каких-то целях. Также здесь человек, в принципе, может думать о какой-то работе или новой работе, о деятельности. Тут еще женщину вот как будто в чем-то обидели, вас в чем-то обидели. Вы стараетесь ситуацию скорее даже вот как-то разрешить более мудро, умно, и я бы сказала, вы себя в чем-то, может, даже успокаиваете, или не обращая внимания на таких людей, или, в общем, на ситуацию какую-то. Я вам скажу, вы скоро выйдете из этого состояния, и, скорее всего, даже через кого-то или с кем-то. То есть тут показывают, что вы здесь будете не одна, возможно, вас кто-то будет отвлекать от того, о чем вы переживаете. Мужчина какой-то будет вас отвлекать. Вообще тут еще очень много жезлов. Это говорит о том, что вы очень много куда спешите, торопитесь, активны очень. И иногда бывает совершаете, вот как вы можете сами себе сказать, я по глупости. Или, да, вот меня кто-то как за руку дергнул. Не знаю, почему я так сделала, но сделала, да. И скорее бывает еще даже все заканчивается вот как раз-таки положительно. Случайно бывает, счастье выпадает. Вот вы просто нажали на кнопочку или что-то где-то написали, и раз у вас и сработало. Хотя вы просто, не задумываясь, все будут, например, добиваться чего-то, а вы раз уже и наверху, понимаете, впереди. Впереди планеты всей. Вас можно и так назвать, в принципе, вы впереди планеты всей. Вы кого-то обгоняете на сегодняшний день, и кто-то этому недоволен. То, что вы обгоняете по финансам, по прибыли какой-то, по достижению чего-то материального. У вас что-то есть, у кого-то чего-то нет, и вам могут завидовать, например, или на вас могут злиться из-за этого. Но вам, опять-таки, не стоит, отпустите ситуацию, не стоит обращать на это внимание. Вы скорее даже, в принципе-то, и не берете всерьез, да, и тут человек, я и говорю, что вы скоро забудете о том, о чем вы переживаете, потому что здесь вас быстренько отвлекут, вы умеете быстро переобуваться, переходить на другую тему, скорее даже в разговорах тоже меняете быстро темы. У вас, в принципе, да, можно сказать, свободные руки, свободная карма, то есть чистая карма. Скорее всего, вы человек, который не держит долго зла и отпускает быстро. Поэтому и чистая карма. А к вам здесь вот люди какие-то вот притягиваются именно, которые или подкалывают вас, или укусить вот как-то хотят.
потому что видят ваше какое-то движение, а у них вот именно стагнация какая-то или пауза, может быть, остановка в чем-то. Здесь хитрым путем вас переиграть кто-то хочет. Здесь вы для кого-то составляете конкурента, человека-конкурента, который обгоняет. А вы обгоняете, опять показывают. И вы вот знаете, скорее даже не рассказываете о своих планах, вы эти планы держите в себе. Вы ни с кем не делитесь, и вы стараетесь, вот знаете, придерживаться той истины, как счастье любит тишину. В любом аспекте. Это и денежное, и любовное, и дружба, и так далее. Вот как-то вы не хвастаетесь. Вы человек замеченный. Здесь могут даже люди смотреть, которые в чем-то победили в этой жизни или имеют какое-то призвание, может быть, даже какую-то популярность, известность, также в своих кругах известность. В принципе, вам люди в целом аплодируют за ваши какие-то достоинства, качества. Здесь человек перерос себя, воспитывал себя сам. Скорее, даже вы пользуетесь какой-то такой литературой или просматриваете какие-то, может быть, видеоролики, по которым вы учитесь. Вы даже учитесь читать цитату. Тут показывают, что у вас будут новые какие-то открытия, вы еще миру покажете себя. Вот вы знаете, как покажете? Где-то вы выделились, например, певицей, да, а через какое-то время вы лучший повар, да, или еще кто-то. Вот вы себя покажете и в другом лице, то есть у вас какие-то победы за победой идут, притом в разных сферах. На самом деле, что вы притягиваете к себе это, у вас есть какое-то такое, привлекаю удачу, может быть, вы об этом заявляете, привлекаю удачу, привлекаю счастье, и оно к вам идет. Здесь выходит еще и дьявол, да, вот сам говорит о том, что вы, скорее всего, внешне очень такая магнетическая. К вам как магнитом всем прилипают. Даже на поговорить, даже подпитаться энергией или чувствами. Вы тянете, вы маните, люди даже сами не понимают, почему, но к ней тянет. Что мужчин, что женщин к вам тянет. Кстати, здесь женщина может такая быть, которая привлекает внешностью. Внешность такая магическая, и тем самым она тайная, загадочная. И вы привлекаете внимание к себе мужчин своей вот этой загадочностью. Женщина, у которой очень острый ум и хорошее чувство юмора. Вы умеете пошутить в тему и вовремя. Вот так вот. Это ваша характеристика. Давайте посмотрим дальше, что говорят о вас за вашей спиной. Здесь могут быть родившиеся 4, 8 числа, 12, 24, 16. Что говорят о вас? Ну, то, что вы дьявол. Вы дьявол, здесь в разных смыслах дьявол. Вот здесь вот именно прослеживается какая-то такая и загадочность, и в то же время чертовщинка у вас есть. Чертовщинка. Кто-то по вам ломает голову, и вы на самом деле кому-то кружите голову. Здесь идут и мужчина, и женщина. Вот вы на самом деле тайна, и вас вот хочется людям разгадать. И здесь такой о вашей таинственности вопрос. Вот как вы чего-то там умудряетесь, или как вам это удается. Скорее даже здесь вы можете пойти на диалог с кем-то, с кем вы хотите, получить то, что вы хотите. И вот кто-то это конкретно видит, замечает и думает, вот как у нее это получается, как ей это удается.
Вы влюбляете в себя противоположный пол. Вот так вот легко. Быстро в вас влюбляются. Здесь такое чувство, что около вас ходит человек, который в вас очень сильно влюблен. И здесь тайна, загадки какие-то в вас. Вот это вот манит его. Он хочет знать о вас больше, нежели видит. Скорее всего, информации о вас у человека нет. Но он не знает даже ваш характер. Но он представляет, у него своя картина о вас. И у человека какие-то есть размышления. Может быть, вы такая, а может такая. У него свой портрет в голове. И вот если вы познакомитесь с этим человеком, например, или начнете беседовать, то однозначно человек во многом чем будет неправ. Или он думал иначе. Понимаете? Угу. Здесь моложе вас человек. У него есть какая-то цель определенная в жизни. Он сейчас следует этой цели. Он стремится к ней. Он чему-то обучается. Человек хочет быть мастером в каком-то деле, в деятельности. Может быть, человек даже хочет получить какую-то корочку, призвание и так далее. Достичь чего-то, чтобы его хвалили в чем-то. И даже не то, чтобы, а получить какой-то притом престиж. Он хочет быть престижным. Но он для этого старается, он делает, не сидит на месте. Еще один человек. Ну, смотрите. Вы мистика. Вы притягиваете, на самом деле, вот как будто бы вы или что-то наговаривали, или на самом деле вот тут действует какая-то магия от вас. Мужчины на это идут. Понимаете, здесь скорее даже мужчины, которые легко поддаются чужому влиянию. Поэтому, скорее всего, в большей степени здесь проигрывается, что на них вы повлияли. Не специально даже, да, может быть, общее вы что-то произнесли вслух во Вселенную, притягивая к себе, например, мужчину, да, хорошего такого, доброго и так далее. Но на это они идут. Вот это работает, да, то, что было вами произнесено, вот оно в вашем пространстве работает. И вот где вы появляетесь, поэтому такой магнетизм возникает. Вот смотрите, вы же притягиваете, и вы же никого не хотите. Если честно, внутри себя. Поговорив сама с собой, хотите ли вы, вы скажете, не надо. Но вы хотите. Вот как так? Вы не хотите, знаете, чего тут? Обжечься или чтобы вам кто-то трепал нервы. Вот о чем вы переживаете. Из этого вы не хотите. И оно же не просто так на ровном месте. Скорее всего, здесь вот как будто бы кто-то на самом деле вам потрепал нервы, дергал за ниточки. Поэтому вы более так бдительно, аккуратно, как по острию ножа ходите. И даже если кто-то познакомится, вы уже подозреваете. Вы уже вот включаете такого Штирлица, понимаете, психолога и так далее. Старайтесь просто себя не дать в обиду. Старайтесь аккуратничать именно. Аккуратничайте. Вас еще кто-то вспоминает из прошлого. Хочется так сюда добавить ваша первая любовь. Тот человек, с которым у вас были только-только вот отношения. Первая любовь, да, скорее всего. Возможно, даже вслух ваше имя часто произносит, видит вас где-то, наблюдает. Может быть, у человека даже есть где-то сохранено ваше фото. Или вот когда, например, просматривают фотографии одноклассников и начинают всех перебирать. И вы вот раз такая их в центре внимания у этого человека, потому что у человека есть какие-то к вам чувства. По крайней мере, были эти чувства, и вот он это вспоминает, ворошит прошлое. Здесь не то, чтобы человек вас сейчас любит или что-то, да, у человека есть какой-то некий интерес, что у вас сейчас в жизни происходит. Да, человек, возможно, как-то боком мимо
ходом, интересуется о вашей жизни. И вы вот, я вам так скажу, когда вы только что-то произнесли вслух, может, подумали об этом, да, к вам стали, на вас стали обращать внимание окружающие мужчины, магнититься к вам. И тут же примагнитился и тот первый, да, сейчас очень много мыслей о вас, особенно вот в последнее время. Вы действуете на всех и сразу, и на тех, кто вас знал. То есть я вам скажу, что ваш ритуал, да, так назовем, или ваш заговор, или ваш запрос ко Вселенной, он очень эффективно и хорошо сработал. Здесь кто-то, может быть, во время солнцестояния, когда очень было яркое солнце, вы проговаривали или думали об этом. Кто-то мог сидеть у свечи, потому что здесь очень много запала огня, жезлов. Здесь что-то связанное с огнем, с солнцем, да, вот с чем-то таким ярким, яркий свет. И вот из-за этого, скорее даже я бы больше сказала, кто здесь смотрит, в большинстве у кого это было во время солнца, во время солнечного дня. Вы об этом думали. И вот оно сработало. Здесь вас слушает, кстати, огонь, вас слушает солнце, но скорее даже и обжигают. У кого-то могли быть ожоги с детства или в прошлом. Да и в принципе, может быть, и часто так по мелочи даже обжигаетесь. Вам знаете, что вот порекомендую? Я вот работаю тоже со стихиями, но лучше вот, например, да, вот вас конкретно слушает огонь. Если у вас какие-то проблемы, слейте эти проблемы, напишите список и сожгите, или проговорите над свечой эти проблемы. Также здесь во время очень солнечный день, когда вот палит солнце, вот прям на солнышко проговаривайте, да, те проблемы, которые у вас есть, спалить. Также можете загадывать желания на огонь, также можете загадывать желания на какие-то искры. Вот есть такие бенгальские огни, называются, да, палочка вот эта вот в руке тоненькая железная держите, и вот на ней вот это вот зажигаешь ее, и она вот этими звездочками аж прыщет. И вот можете даже вот на этот огонь, потому что там выходит очень много искр, там много энергии. Даже элементарно, когда вы присоединяете в розетку, суете кабель для зарядки телефона или чего угодно, пылесос включить или еще что-то, чайник, например, и так далее. Вот и когда даже уже соединяетесь с розеткой, уже загадываете желание. Ток, энергия. Знаете, тут еще показывают, говорят о вас то, что вы человек внутренне сильный, потому что здесь вот какая-то работа над собой из-за каких-то, на самом деле, ситуаций в ваших жизнях, очень таких печальных, так скажем, да, что-то или кто-то разочаровал вас в этой жизни, какое-то есть разочарование, из этого вы, можно сказать, стали как сталь. Или же вот эта сила пришла именно с какой-то мудростью. Но здесь споено, да, сила и мудрость совместно. Так, что еще о вас говорят? Ну, говорят то, что вы очень активная, опять-таки, и вы горячая. Даже в какой-то степени, я бы сказала, сердцеедка. Вы влюбите себя, и хвостиком махнула, и пошла. Вот как-то так. Умеете вы и пофлиртовать, если надо, уведете. Вот так могут о вас думать в какой-то степени даже подруги, женщины, да, ну, значит, такие подруги в кавычках, считают вас конкуренткой, сильной конкуренткой, да, не просто конкурентка, сильная. Может, даже своих мужчин от вас отворачивают или, да, вот как-то прячут. И знаете, что еще вас замечают? У вас внутренняя вот эта сила воли. Вы умеете терпеть, ждать.
Но без надежд, без фанатизма, да, ждать. Но есть такое терпение. Или если вас попросят что-то не разглашать, вы не будете это разглашать. Красивая, очень манкая внешность может быть. Также яркие цвета в одежде могут быть, или какие-то такие наряды или цвета, которые привлекают к себе внимание противоположный пол. Вот бывают женщины, одеваются, хочется сказать так, как пацанки, как мужики, как вот, да, вот что-то такое твердо. Пиджаки с широкими плечами, например, ну модно же, да, но это, например, не женственно, да, вы же здесь олицетворяете, но у вас больше изнутри это идет. Вы даже оденете на себя картофельный мешок, понимаете, у вас изнутри идет, в вас влюбятся. Хотя здесь присутствует такая некая женственность. Иногда бывает и резкий стиль, вообще жестокий, можно так еще сказать, жесткий, да, не жестокий, а жесткий стиль, рокерское что-то и так далее. Часто, когда девушки, девочки одеваются именно во что-то такое мужское, зачастую это говорит о том, что не воспитывал отец или не было рядом отца, плеча. И вот часто такие дети, они, девочки, именно во взрослой жизни проявляют мужскую характеристику. Я все сама, я все могу, и зачастую добивается независимости. Ну, не все, но большинство, большой процент. Это уже из мира психологии. И вот здесь проскальзывает что-то, но вы здесь поддерживаете что-то такое женское. Или же, да, умеете включить вот эту женственность, сексуальность там, или что-то такое. Платье одеть. Здесь кто-то, например, не стесняется глубоких вырезов или коротких юбочек. Да, вот бывает, стесняются, а вот вы как-то раз одела и пошла. Вот как по природе дано, вот так она и пошла. Она не чувствует, что ей в этом дискомфортно. У вас видно, что у вас нету дискомфорта. Не то чтобы женщина без комплексов. В любом случае, в каждом человеке есть какой-то комплекс. Но здесь есть такая легкость и свобода. Опять-таки здесь может свобода быть в чем-то широком. Вы любите широкую одежду, может быть, свободную одежду. Да, здесь, кстати, первое, что идет, говорят о том, что вы больше заботитесь о себе, нежели о семье. Да, скорее вы такая, могут думать о вас, что вы лучше одеваетесь, например, нежели ваша дочь. Или вот вы все в себя любимую вкладываете. Не то чтобы вы жадничаете, да, просто, то есть вы выглядите ярче. Да, с вами скромный муж, скромно одет, но вы ярко, красиво или богато, вот как-то что-то такое. Также говорят о том, что вы не такая и простая, как кажетесь. Вы только одеваете маску, вы такая продуманная женщина, определенно, которая видит какие-то свои цели, свои выгоды. Вот так о вас могут думать. У кого-то здесь идет речь о растратиться, любите потратиться, пошопиться. Также вы человек, который спокойно не сидит на месте, вы постоянно в активе. Но вы, что замечает, что скорее даже, знаете, стараетесь время попусту, на что вам не надо, не тратить. Вы постоянно в деле, в движении. Вам надо, чтобы происходили какие-то дела. По крайней мере, вот даже, не говорю уж за день, но за неделю точно. Ну, хотя здесь в большинстве случаев такие люди смотрят, которые к вечеру, если у них за день не произошло какое-то дело, хотя бы маленькое, хотя бы просто пробежку сделать, да, для своего здоровья, или что-то, какую-то мелочь, или съесть что-то полезненького, они себя за это укоряют.
да, они испытывают чувство, что они чего-то не выполнили, какую-то миссию за этот день, да, то есть человек умеет подсчитывать и ценить свое время, но чтобы это время приносило какую-то ему пользу, неважно в чем, но пользу, даже вымытая посуда. Так, что говорят о вас? Здесь конкретно какая-то компания, тут обзывают, тут вас обзывают, что вы дурочка, глупая. Она не понимает. Вот они в чем-то там крутятся или что-то делают, а вы же на выходном, да? Да, вы все равно в этом не разбираетесь. В том, в чем разбираются они. Даже это может быть рабочий коллектив. То, что вы в той профессии, где вы работаете, не особый специалист. Да, то есть здесь может говорить, что вы делаете попусту или не умеете, о какой-то неэффективности и о том, что у вас нету в этом мастерства. Вы не эксперт. По крайней мере, хотя бы даже, да, вот как она слабый эксперт или слабый специалист. Лгуны, вруны, сплетники. Я вам так еще говорю, что сразу имейте в виду, что здесь кто-то как будто бы у вас что-то украл из этого же коллектива. Да, кто-то из этих людей что-то у вас украл. У кого-то что-то есть ваше. Или же, да, здесь мог быть момент, что за вашей спиной произошел какой-то обман, о чем вы еще не знаете. Так что бдите. Скорее даже по глазам вы увидите, что от вас что-то люди скрывают. По глазам можно увидеть все. По поведению можно увидеть все. Они начнут себя вести, вот на самом деле сами почувствуете, что что-то не так. Так, за вашей спиной. Вам и так везет, да? Что вы... Вот смотрите, о чем говорится о вас в этом коллективе. То, что вы можете где-то работать, но что-то иметь и крупное. И вот говорят, вот у вас уже есть красивый, например, дом или красивый автомобиль. Что она здесь сидит с нами? На что она здесь забыла? Здесь же копейки зарабатывает. Или мало зарабатывает. Или это же не ее. Она это не умеет. Не профессионал. Да, не специалист. Или же почему она здесь просиживает? Хотя у нее чего-то есть. Здесь видят вас счастливчика. Или человек, который имеет то, что он хочет. Наслаждается этим. А зачем вы там? Вот они говорят. В то же время, знаете, вот с какой-то неправдой или с какой-то ложью они от вас бегут, шарахаются, да, скорее всего, даже избегают вашего взгляда. Если вы начнете, например, смотреть им в глаза, их глаз будет отворачиваться. Взгляд, вернее, глаз. Взгляд будет отворачиваться куда-то в сторону. Или будете с ними когда говорить, и они будут отворачиваться. Может быть, глаза отводить куда-то. Болтовня за вашей спиной. Здесь обсуждение ваших каких-то отношений и вообще характеристик мужчин, которые бы вам подошли по вашему характеру. Также здесь могут говорить о вас, что вы не нуждаетесь в мужчинах, у вас их много и так. У кого-то кто-то конкретно замечает, что на вас приглядываются мужчины, противоположный пол. Что вы недоступная, что вы такая гордая и знаете себе цену. И вы выбираете не, знаете, вот как у вас такой жесткий отбор, но пусть будет несколько, да, чтобы было из чего выбирать. Вот, скорее всего, об этом может идти разговор. У вас всегда какой-то выбор, кто-то конкретно это видит. Да, вы, говорят, женщина, которая скорее вот, она пойдет в первую, вот будет у нее 10 перед ней стоять, она выберет того, который несет какую-то выгоду.
материальную выгоду. Да, человек должен в любом случае для нее в чем-то стараться, ухаживать. А ухаживать-то не бесплатно, да, а именно вкладываясь. Вот такого вы выбираете. Или здесь могут еще также говорить о том, что вы меркантильно по отношению к мужчинам и добиваетесь только материальных каких-то высоких материальных благ от мужчины. Или не надо, или вам не надо. Такая есть гордость у вас. Вы птица высокого полета, не низкого. И это сразу видно, это сразу считывается. И скорее даже людей это подбешивает. Можно это назвать в какой-то степени завистью, да, но здесь людей бесит вот какая-то ваша гордость или такой высоко поднятый нос, или ровная ваша спина, осанка вот эта ровная. И вот это начинает раздражать. Это проявление уверенности. Когда человек держит спину ровно, он проецирует, по крайней мере, уверенность. Или когда смотрит долго в глаза. Он проявляет бесстрашие. Вот вы то же самое. И вот за это вас боятся. Возможно, даже боятся что-то лишнего сказать в ваш адрес, потому что вы током убьете. Но они это лучше обсудят между собой. У вас, знаете, такая еще вещь есть, за вами наблюдается. Вот только на вас что-то плохо скажешь, то сразу, да, какая-то мелочь, но неприятная происходит. И конкретно общество этих людей или кто-то конкретно из общества это подметил. Возможно, даже и обсудил. Что вот вы не заметили такой парадокс, что вот как мы о ней говорим, например, да, то что-то происходит. Вы можете куда-то смотреть, и на ровном месте при вас что-то происходит. Тоже такое бывает. Это выброс, кстати, вашей негативной энергии. Например, перед вами столкнулись две машины, авария. Вы шли, да, и тут раз. Или какой-то бах услышали, или еще что-то. Во-первых, у вас и энергия внутренняя сильная, а второе, с вас вышло вот что-то такое, что на вас или говорили, или вот хочется сказать, материл вас кто-то. Вот это все вышло туда. Имейте в виду. Особенно те, имейте, у кого красная ниточка на левом запястье руки. О ниточке я тоже говорила. В описании вы можете прочитать, как поставить себе защиту с помощью красной нити. Все четко, понятно, ясно написано. Перейдите, посмотрите в описании под этим видео, да под каждым видео. Это есть. Ну, слушайте, вы здесь вся в этих жезлах. Вот одни жезлы выходят. Это ваша, знаете, такая... И гордость здесь в какой-то степени есть, и неприкосновенность в то же время. Здесь присутствует и чувство юмора очень хорошее. И вот в какой-то степени и обогрею, и спалю. Это несколько аспектов. Конечно, такого человека будут бояться. Чувствуют вашу внутреннюю силу, чувствуют, что... Не дай бог, что-то против вас скажи, опять что-то случится. Потому что человек уже повторяется об этом, скорее всего. Несколько чего-то в его жизни, негативных вещей из-за вас, вот как он считает, да, произошло. В вашем же случае, вот тут карта показывает на дне колоды конкретно, не нужно проявлять какой-то агрессии, а нужно принимать их такими по миру, какие они есть. И с вас это вот уйдет как вода. Понимаете, с вас это слезет, или с вас даже будет слазить какой-то любовь с глаз, или что-то неприятное сказано в вашу спину. Вам нужно соблюдать в какой-то степени какую-то простоту, спокойствие и беззаботность об этом. Отпускайте таких людей с миром, пожелайте им, возможно, даже и счастья, удачи и благоразумия в первую очередь. Болтовня за вашей спиной. Что еще болтают о вас?
Здесь как конкретно о вас говорит мужчина, рассказывает. Здесь речь идет о дадите ли вы ему в долг. Человек хочет попросить у вас в долг. И вот он кому-то об этом говорит, а даст ли она в долг? Или, может быть, проверим? Здесь ситуация такая, когда в его жизни что-то происходит, связанное с разводом или разочарованием в любви, в отношениях. И вот как будто бы человек кого-то потерял и что-то потерял. У него мысли попросить у вас или помощи какой-то, или материальной, может и духовной тоже помощи быть, или совет, в принципе. Он не знает, что делать. И он боится к вам. Боится попросить. Скорее даже, вы знаете, как человек через кого-то может у вас что-то попросить. Потому что он сам на это боится осмелиться. Хотя, да, в принципе, человек по себе очень даже волевой. Ему стыдно, потому что здесь вот был какой-то статус, и одновременно раз и нету этого статуса. Да, вот как человек был когда-то богатым и стал вот с пустым карманом из-за какой-то любви, развода, расхода в отношениях. Он видит в вас шанс, что вы можете помочь, или, по крайней мере, надеется, что вы поможете. Может быть, даже как-то решить данную ситуацию. Но здесь смотрите, что самое интересное, у человека имеется к вам вот какое-то такое расположение еще. Здесь, кстати, не только материального характера зависит, да, помощи. Здесь даже просто ментальная поддержка, психологическая поддержка. Если вы в чем-то понимаете, разбираетесь, возможно, вы уже с этим человеком о чем-то говорили. Здесь может быть утрата даже в виде смерти. Но вот здесь у человека чувство не погибать, не... Вот бывают люди, все дальше не хочу жить, когда теряют любимых. А вот у человека есть такое продолжать жить, продолжать влюбляться, продолжать дарить цветы, да, вот что-то такое, действовать как-то, жить эту жизнь. У человека здесь вот как будто мировоззрение поменялось после потери, может быть, даже в принципе, да, развода. Продолжать жить дальше, не унывать. По крайней мере, не убивать себя этими мыслями. Вот как будто бы человек себя ранит этими мыслями. Он не хочет думать об этом, а оно вспоминается, всплывает и так далее. Человек, скорее всего, будет двигаться в вашу сторону с чувствами, со знакомством или с общением, да, с чем-то таким. Притом человек уже почти, хочется так сказать, потерял надежду. Но здесь будут шаги. Он будет продолжать действовать. Он даже сквозь какое-то разочарование будет действовать. Вы будете общаться тесно. Или даже сталкивать вас будет жизнь именно тесно с этим человеком, что вы сегодня работаете вместе в одном цеху, поставил вас начальник, вот вместе работать, да, и уплотненно. И вот тут вот так может быть, да, что как не нарочно или нарочно, вот вас поставили вместе, и вы вот как-то сплоченные. Также может, в принципе, ситуация вас сталкивать несколько раз. Раз встретилась с ним взглядом, да, второй раз, хотя, может быть, не обязательно, что с работы, может быть, даже где-то вы появляетесь и вы пересекаетесь с этим человеком. Ну, что-то такое есть. Проглядывается именно чувственное по отношению к вам. Человек хочет любить, он дает себе какой-то шанс. Но здесь как будто потеря, может быть, и всего сразу, да, не двигаются руки, не могу действовать.
Не то чтобы человек потерял бизнес, а просто не хочется работать. Человек начнет быстро, резко, внезапно как-то с вами взаимодействовать вам. Ой, тут смотрите, 2 туза. Здесь будет такое решительное стремление идти к вам. У кого-то здесь могут быть завязаться, вернее, общие интересы или обнаружиться общие интересы у вас и у этого человека. И здесь мысли какие-то прокручиваются, вот как они похожи на анализ, анализирует, считывает, ищет, может быть, информацию, да, вот что-то такое похожее. Как будто бы человек вас изучает. Напрямую же вам не задашь вопрос, но можно по повадкам, по поведению, по мимике, по жестам определить человека. Вот здесь что-то такое есть, как будто бы считывает как-то вашу характеристику. Угу. Здесь человек тоже имеет ту же цель, что вы, быть счастливым, наполненным, по крайней мере. Потому что для него, вот для этого мужчины, не составляет сложным финансы. Вот знаете, как он рассуждает? Вот когда ты несчастлив, тебе никакие финансы не помогут. И когда вы будете с человеком взаимодействовать, да, по крайней мере, он так понимает, что мы будем взаимодействовать, все это дело, как это говорят, наживное, да, наживем. Но он этого не боится. Но он тоже не хочет вам выворачивать какой-то свой негатив, то, что у него в голове, да, происходит, вот эта ситуация в целом. Он не хочет никому об этом, может быть, или говорить, или проецировать, портить настроение. Зачем вам это надо? Вот как-то так. Но внутри его чего-то там гложет, да, он пытается забыть об этом, но оно всплывает. Он считает, что почему-то он вас знает. Он почему-то здесь видит ваши какие-то изменения. Что вы очень сильно поменялись, стали сильнее, стали вытягивать все на себе сама. Скорее всего, даже в чем-то или лучше специализируетесь, понимаете, разбираетесь, или вы на самом деле имеете что-то за собой и видит какую-то некую такую независимость, всецелостность. Даже у вас не будет денег, даже у вас не будет материального. Вы женщина, которая не будет, да, бегать подачки просить или милостыню. Он видит, у вас такая есть гордость. Вы будете голодная под мостом сидеть и мерзнуть, но вы вот такая вот, знаете, у вас есть такая женская гордость. Ему это нравится. Ему вообще по смыслу такие женщины нравятся, по характеристике. Но здесь проглядывает мужчина, который где-то путается около вас, и он этого человека видит. А кто это? Или взгляд этого мужчины, по крайней мере, в вашу сторону. Может быть, даже взаимодействие с этим мужчиной. Не нравится ему какое-то общение, что вы с кем-то общаетесь. Угу. Кстати, за той ситуацией, что он смотрит на вас, как будто бы еще кто-то следит. Слушайте, тут целая детективная команда. Он за вами, а за ним кто-то следит. И причем тоже тайно. Закрывается. Не хочет показывать своего лицо или оставлять какие-то следы, что за ним следит. Как будто бы даже человек, тот, который следит за ним, всплывет перед вами. У вас могут быть какие-то новости или вот как сказать, сплетня дошла до вас об этом человеке, да, об этом человеке информация, вот так скажем.
Информация какая-то о нем придет. Кто-то о нем вам расскажет. Вот так. Хорошо. Посмотрим еще, что болтают за вашей спиной. Что вы эгоистка, жадина. Вы живете эту жизнь для себя. Вы вот как-то, знаете, у вас свой мир определенно какой-то, у вас на что-то есть цель накопить или куда-то инвестировать. Да, вы не дадите. Вы поэтому не дадите. Или вы жадные, могут говорить, поэтому она не даст. Здесь пытаются вот как-то вас оскорбить или унизить, дабы повыситься в глазах кого-то из-за вас. Вас понизить, а себя тем самым возвысить. А тут идет тема женщин. Женщина. Она еще при том имеет какие-то доступ к вам или доступ к вашим фотографиям, социальным сетям. И вот как будто бы общение идет у вас к какому-то человеку, которого вы с легкостью знаете. Вы знаете, ей было все равно, но вот что-то вы такое показали или именно проявили себя в чем-то, что вы в чем-то круче, умнее. И вот как будто бы это задело ее какое-то эго. Притом здесь какая-то присутствует, да, такая некая ревность. Кого-то она ревнует. Это могут быть даже вот как женщины, да, не могут вместе дружить, потому что все ревнуют. Это моя подруга, нет, это моя подруга, что-то такое есть. Или ты с ней общаешься, а со мной нет, вот как-то так. Может быть, даже подруга приревновала. Говорят о том, что, в принципе, вы в последнее время вот какая-то странная стали. Вот говорите как-то по-другому, мыслите как-то по-другому, проецируйте себя человеком. Знаете, вот тут говорят, она из себя мнит какого-то мудреца. И вот это вот хихи-ха-ха, знаете, вот какой-то, как это говорят, насмешка. Насмехаются, что вы из себя пытаетесь представлять какого-то мудрого человека, гуру, глубокого. Ну, также вы блюдите за своей внешностью, ухаживаете за собой, стараетесь кому-то понравиться. То есть здесь идет разговор о том, что вы поменялись ради кого-то. Или внешне что-то подправляете на себе ради кого-то. Вот кто-то вам и желал этого, да, чтобы она была несчастна. Вот внутренне такое, чтобы она была несчастна, не хочу, чтобы она была счастливая. И в принципе, да, здесь кто-то, вот этот же человек как бы и осуждает вас, и с одной стороны жалеет. Вот особенно жалеет, когда у вас что-то происходит. Вот нравится ему именно вот это вот момент, когда вы грустите, вы в печали, плачете. Вот такая. Тогда, да, вот человек как будто бы заявляет о том, что вы сама в чем-то виноваты, что вы что-то сделали не так. Поэтому у вас так. Вот такой судья в некой степени. А вы о чем-то переживаете, или человек вас видит в каком-то переживании? По крайней мере, заметил вас, хочется сказать, в слезах или в том, что вы в чем-то пребываете грустном. То, что мужики какие-то вот здесь могут думать, не думать, а говорить
о том, что вам трепят нервы мужики или мужчина какой-то определенно, какой-то тоже ненормальный, или человек-псих с амбициями, нарцисс может даже, да? А она вот дура держится за него. Здесь кто-то подозревает вас в каком-то, что вы воздействуете на кого-то, да, что вы пытаетесь кому-то нож в спину воткнуть, тем самым воздействуя невидимыми силами, магией, какими-то заклинаниями и прочим, или проклинаниями. И вот на вас ведется такая слежка, как будто бы прослеживают, а делаете ли вы это, занимаетесь ли чем-то, а что именно вы сделали конкретно в адрес кого-то. Кто-то вас может перепроверять, ходить, например, на расклады, к тарологам, искать информацию о том, что делали ли вы что-то, потому что есть какое-то подозрение, что вы как будто бы что-то делаете, или вот как-то негативно пытаетесь влиять. Здесь человек сам, знаете, вот даже это необъяснимо, как объяснить, но человек чувствует, вот как будто бы он что-то не так сказал, а вы не так подумали и пошли ему как гадость влепили какую-то. Вот так вот идет информация. И поэтому он уже перепроверяется. Хотя здесь показывает, руки-то его нечистые, и голова тоже, мысли и язык. То есть, скорее всего, он сам на самом деле в чем-то провинился и теперь сидит и думает. А вам плевать, я не вижу, что вы воздействуете на этого человека. У вас есть интерес какой-то к этому человеку, но я не вижу ваших воздействий. А человек надумывает именно то, что вы чего-то вам не понравилось, и вы пошли и что-то сделали. И теперь боится вас, теперь прячется от вас, ставит какую-то защиту, избегает вас. И знаете, тут такое чувство, что даже где-то вот специально подъезжает, как будто бы, и прослеживает вас. Может это быть рабочий момент, на работу или с работы, да, вот как будто бы следит за вами, чем вы занимаетесь в жизни. Также может человек, в принципе, наблюдать за вами через окно. Хотя, что это даст? Наблюдение с окна, может, соседка. Вы показали свою силу, вы показали свои клычки, вы показали свои наточенные ноготочки этому человеку, он это увидел. И почему-то кажется, что вы уже что-то действуете, делаете против этого человека. Знаете, как будто бы совершаете над ним какой-то суд, наказывать его пытаетесь. У него потому что в жизни что-то происходит. И это все подозрение, что это вы делаете. И что вы в этом разбираетесь в чем-то. Да, вы в этом мудра. Человек это заметил по финансовому состоянию. Здесь вот как будто бы в деньгах стало плохо, или какая-то нехватка, или постоянно вот дергают меня за эти деньги, и деньги как сквозь пальцы. Хотя раньше было, а сейчас вот как будто бы человек в убытке каком-то. Человек плачет, переживает, за что-то надо платить. Из последних сил человек пытается вот где-то, может быть, найти какие-то финансы, средства. Здесь вот по нулю вообще как будто бы пусто. Так никогда не было. Ну вот скорее из-за этого и подозрения, да, как будто бы у человека, как он может думать, из-за вас обнулен его денежный финансовый канал. Как наказание. Вот. Болтовня за вашей спиной. О том, что вы маг. Я бы еще сказала о том, что вы чего захотите вот и сделать кому-то, вы это сделаете, гадости. Но опять-таки здесь
я бы сказала, равноценный обмен. Заслужил — получай. Вы так руки не опустите. Кто-то из-за этого переживает и об этом говорит. То, что вы руки не опустите, вы, если предприняли кого-то наказать по справедливости, вы накажете. Вы молчать не будете. А это мужчина. Он думает, что вы на него воздействуете любовной магией, притягиваете его к себе, шаманите там. Злится, ненавидит. Ненавидит и хочет. С этим мужчиной, возможно, у вас были отношения под названием или качели, или от любви до ненависти один шаг. И вы его качали, и он вас качал. Вы друг друга раскачивали, в итоге вы разошлись с этим человеком. Здесь могло быть даже какое-то вообще недопонимание и разность. Но, в принципе, здесь была какая-то миссия выполнена, да, или цель исполнена благодаря этому человеку, что он был в вашей жизни. Человек вам открыл на что-то глаза или куда-то дороги, пути, провел вас куда-то, вытянул вас куда-то. Или благодаря этому человеку вы поднялись выше или чего-то получили. То есть в убытке вы не остались. Он вас не просто... Он и хочет вас, и вот, знаете, называет какими-то такими словами, как неверность, о неверности, понимаете, да? Не будем сейчас говорить что-то такое, но о том, что вы какая-то неверная, или вот она предательница. Говорит о том, что вы, знаете, вот долго сидеть ждать не будете. Вы вот с мужчинами так обращаетесь, как будто бы не то что попользовалась. Если он стал вам неудобен, вы сразу ищете замену. Параллельно можете даже с кем-то еще общаться, пока те отношения не закончились. Да, или пока я не получила развод, но вы уже себе, хочется так сказать, да, как будто бы соломку подстеливаете. Вот так он считает. Но он говорит, почему я о ней постоянно думаю, у него тяжбы, у него внутреннее все равно есть такое, я еще ее не отпустил. Но он это все сваливает или склоняет на то, что это было какое-то магическое воздействие от вас. Вы вот как-то магически повлияли. Почему я о ней думаю постоянно? Да потому что она меня приворожила. Здесь даже между вами были или драки, или конфликты, вот какие-то ситуации. Ухожу из дома, или много раз было все, я от тебя ухожу от кого-то, или он, или вы. Здесь были такие, я бы сказала, итальянские сериалы. Да? Здесь было все горело в ваших отношениях. На самом деле вы друг друга бы не выдержали. В любом случае бы вы при всем раскладе бы разошлись с этим человеком. Вас бы судьба бы вместе не держала. Но определенно эти отношения даны вам для простроения вас, для выращивания вас, чтобы вас возрастить. И у вас это получилось. Вы взлетели, да, вот так хочется сказать. Вы получили огромные преимущества благодаря этому мужчине, благодаря этим отношениям, благодаря, возможно, даже и качелям, или у кого-то может быть и изменам. Здесь измены, очень много жезлов. Да, вот как будто бы человек любил погулять или посмотреть под короткие юбки, вот как-то так. Любил красивых женщин. Вызывал у вас эмоции ревности. Вы же знаете, чему научились? Такому некому хладнокровию и пофигизму по отношению к триггерам любого характера. Кто бы вас за ниточки не дергал, не получится. Вам пофиг. Вот вам пофиг. Вы, знаете, скорее даже сосредоточили... Здесь вот кто-то из-за мужчины мог с собой что-то пытаться делать в плане улучшать себя. Косметические, да, это могут быть и какие-то пластические операции, это может быть осанка, походка, фитнес, спортзал, что угодно. Да, вы благодаря этому человеку улучшились, может быть даже внешне, может внутренне, но здесь вот определенная колоссальная работа проделана благодаря вот таким вот, извиняюсь, дурачкам, не дурачкам, а вот таким триггерам мужчинам.
вы именно выросли. И вот знаете, вы пошли куда более дальше и куда более лучше. Здесь вы долго ждать, вы и сами понимали, что уже все, да, пиши пропало или конец отношениям. Но вы для себя взяли что-то. Здесь вот даже определенный тип мужчин к вам клеится или знакомится, или как это еще говорят, да, притягивается к вам определенный тип, потому как вы изменились. Если бы вы были та другая, вот притянулся бы тот же тип, с которым вы проходили вот эти уроки. Но вы изменились, и, соответственно, здесь притягивается определенно другой тип людей. Это даже может быть и круг знакомых, да, это может быть партнеры, это что угодно может быть, подруги, друзья и так далее. Определенно какие-то другие. У кого-то изменился вообще вкус, и тут есть, знаете, появилась такая нацеленность на какую-то материальную сферу. Заработки, чем-то заниматься, освоение чего-то, деятельность какая-то и так далее. То есть здесь женщина вот как будто бы в чем-то даже ожила после этих отношений, почувствовала такую некую свободу. Многие бывает плачут, что я одинока, а вы вот почувствовали некую свободу, что оказывается, да, я самодостаточная, я умная, красивая, тут все. Тут все. Вы пошли за самодостаточностью и за заработками. Туда сконцентрировали свое внимание и правильно сделали. Здесь даже получили для себя какие-то выгоды. Говорят, кстати, и видят ваши достижения 100%. Здесь замечают это подруги, друзья, знакомые, кто угодно, да, и мужчины в том числе. Вашу ресурсность, вашу самодостаточность. Но боятся вас, считают, видя ваши деньги или статус, или вашу даже одежду, как вы одеваетесь и прочее, это вызывает в некой степени страх и неуверенность. Подтрясываются ножки, да, что вы всемогущая. Вам плевать, вы идете на прополую вперед, двигаетесь по жизни. На самом деле вы думаете о том, чтобы быть в первую очередь в этой жизни не богатой, а счастливой. А там в счастье все, и богатство, и любовь, и так далее. Вот оно, здоровье, энергия. Здесь вы, кстати, как будто бы обретаете некий смысл. То есть скоро-скоро придет к вам такая даже не мысль, а мудрое озарение, когда вы поймете на самом деле, вы уже понимаете, в чем смысл, да, но это более глубже будет, о чем-то вы поймете. Скорее, может, даже какую-то и цитату можете встретить и глубоко о ней задуматься. Но вы будете, знаете, не просто вы прочитаете, вы будете этому следовать. И это самое важное. А то бывает, люди прочитают книгу, да, увидели там фигу. А вы же вот прочитали это и вот это внедрили. Внедрили, может быть, даже в ваше поведение, в вашу жизнь. Вас пытаются узнать информацию, но она закрыта. Вы не даете, вы больше поддерживаете вот этот «я молчу, я не говорю, но я слушаю». Да? А хитрые люди пытаются долезть до вашего ума, до вашей головы, до вашего мышления. Как вы так думаете, да? Как вы соображаете? Это определенно какой-то непростой склад ума у человека, что он чего-то добивается или у него что-то получается. И поэтому это вот эта тайна, это какая-то секрет у вас есть, и оно притягивает людей поковыряться в вашей голове. Возможно, даже каждый между собой обменивается каким-то мнением, которое вот как бы, знаете, вилами на воде писано. Вот как-то так, неизвестно, непонятно, с точностью не могу сказать, на 100%, вот как-то так вас обсуждают. Да, была ли она вчера с кем-то или нет, не могу сказать, но было темно, но вроде бы она, но лицо похоже, но вроде не она, да, вот как-то так. И в целом о том, о вашей жизни, о вас, о ваших характеристиках очень сложно предугадать. Поэтому люди не попадают в цель, но вот люди, я вам скажу, скользкие, обманщики, да, и, скорее всего, любят перетирать кому-то косточки. Вам же здесь совет двигаться за своим и не унывать. Вот в первую очередь не унывать, хотя
Я не вижу уныния, вы себя очень хорошо проработали настолько, что вы на самом деле, вот как только от чего-то к вам прилипает такого триггерного, да, вы сразу хоп, так и свильнули. Быстренько, скользко так и свернули в другую сторону, туда, где на самом деле есть какие-то позитивные эмоции или что-то несет для вас выгоду какую-то. Умеете вы себя порадовать. И это видно. Люди это видят. Угу. Здесь кто-то думает о вас очень часто. И скорее человек такой молчаливый. Но он молчаливый, но он все обо всех знает. Даже не надо ему с кем-то перетирать косточки. Он чувствует людей. И, вы знаете, человек видит, насколько вы сильны, что вы могли сломать в себе то, что он бы не смог. Вот в этом его слабость, да, проявление этой слабости. Вы могли, например, напрямую зайти к начальнику, постучав в дверь и высказать свое мнение. Да, другие все боятся, вы же высказали. Например, да, у каждого на свое. Или переломить на самом деле какой-то барьер, сложный барьер, который не каждый человек может. Вот он вами, как это сказать, ошеломлен, удивлен и восхищен. Вот больше сюда восхищен подходит, восхищается. То, что вы умеете так быстро, да, взять и сломать какой-то барьер. У вас энергия очень сильная, у вас одни жезлы. Поэтому вы человек, который скорее даже не будет парить голову себе, да, что там... Вот знаете, будет лететь ракета, а вы будете петь песни. Вы будете понимать, что летит ракета. Но вы возьмете гитару и споете, сыграете. Может быть, нальете себе чайку. Вот как-то так. Или включите какую-то музыку. Вот ваша характеристика именно такая. Вас ничего не проломит. Вы настолько умеете и сдерживать свои эмоции. Иногда могут о вас говорить вот по месяцу, да, что вы фальшивая или лицемерная. Но это их догадки. А здесь скрывается за этим всем тайна. Вас нельзя раскусить. Поэтому могут вас так называть. Если вы искренне улыбаетесь, уже люди начинают задумываться, то она сидела, молчала, то она улыбается. Но она, наверное, фальшивит, да, как-то так. А на самом деле тут другая характеристика. Но вот здесь молчание золота – это прям ваш лозунг скорее. Старайтесь вот быть такой. Все самое важное и личное скрывать у себя, только у себя. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.